Женщина и цветы – понятия неразделимые. Одни любят их получать, другие разводят их на приусадебных участках или в палисадниках, живя в многоквартирных домах. Многие, проходя мимо разноцветия палисадников, не сдерживают восторга от увиденной красоты. Ольга Цахновская к таким комплиментам привыкла. Уже много лет женщина выращивает цветы и овощи на придомовой территории. Каждое посаженное растение горячо любимо хозяйкой и требует особого ухода – посадить, прополоть, разрыхлить землю и ежедневно поливать. Растение, которое вот мне хочется всегда его, у меня не получается, это гортензия. А у нас она в Кызыле, здесь вот в Туве не растет, вымерзает все. А вообще хотелось бы, конечно, вот мы петуния. Петуния, она ухода требует только чтобы цветы обрывать. А вообще вот ее с маленькой нужно рассады высадить, а потом эта красота будет. Ну вот петуния у нас очень много у меня в огороде, а здесь вот мы пробную, не остатки были. Вот она, вот петуния, она будет скоро, да? Вот, а это вот у нас Анютины глазки, а вот у меня петуния. Ольга Цахновская в этом году решила впервые принять участие в конкурсе «Цветущий кызыл». На участие в проекте женщину уговорили соседи, видя, как она старательно пытается облагородить придомовую территорию. Последней каплей восторга стала необычная клумба, которую Ольга Цахновская организовала перед подъездом. В ход пошли подручные материалы – камень, дерево и железо. Идея этой клумбы, конечно, возникла в этом году. Нам перекопали канализацию. Одну канализацию нам перекопали, и было море камней. Было страшно смотреть, и я решила эти камни все собрать. Социально значимый проект «Цветущий кызыл» объединяет людей вокруг одной общей задачи – сделать кызыл красивым, благоустроенным и привлекательным как для гостей столицы, так и для самих горожан. Наша следующая героиня в проекте участвует уже не в первый и даже не во второй раз. В прошлом году дом номер 26 на улице Калинина выиграл в номинации «Самый красивый двор многоквартирного дома». Мы начали участвовать, по-моему, с 2011 года. Это получается уже 6-й раз будем участвовать. Это все вот у нас жители, то есть в каждом подъезде у нас свой старший по подъезду. Но мы также будем участвовать и домом. И отдельно тоже это самое будем подавать, потому что участок у нас большой. В этом году жильцы дома останавливаться на достигнутом не собираются, охватывая территорию и за домом. По периметру дома высаживаются новые кусты и разные виды цветов. Ну вот, сейчас я бы посадила астрочки на грядку. Вот теперь полью их. Несколько лет назад на месте этих клумб был пустырь. Прямо перед домом автомобилисты устраивали парковки, а при ветреной погоде поднималась пыль, которая залетала в квартиры. С появлением палисадников все изменилось, да и ухаживать за растениями жильцам в радость. Удовольствие. У меня кроме вот этого участка, у меня большая дача. 13 соток, мы тоже там все садим. Значит, утром я в 6 часов выхожу, поливаю здесь, потом еду на дачу. Вот я не понимаю, те, кто выходит и сидят только ничего не делая. Ну, мы постоянно что-нибудь копошишься. Здесь всегда работа есть. Проект «Цветущий кызыл» проводится с 2011 года. Среди его участников – молодежь и пожилые люди, соседи по дому и коллеги по работе, коллективы предприятий, школ и детских садов города, а также общественные организации. Ежегодно кызылчане высаживают рассаду, формируют оригинальные клумбы, украшают дворы и придумывают настоящие шедевры. Мы видим воочию, что город наш все-таки преображается в лучшую сторону, будем так говорить. Хотелось обозначить то, что где вот у нас так вот постоянно были, значит, вопросы мусора, там, свалок несанкционированных, то сейчас наблюдаешь такую картину, что этого становится меньше. Так что я надеюсь, что конкурс «Цветущий кызыл», значит, будет касаться всего населения. Люди добросовестно будут относиться, значит, к территории, на которой они проживают. Конкурс проводится по 13 номинациям. Этот проект любим жителями столицы. Каждое лето в Кызыле высаживается 1 миллион цветов. Это живой пример воплощения на практике принципа городского партнерства. Заявки на участие принимаются в мэрии города до 20 июля. Победители будут награждены призами. Чинчика Шпукол, Буян Аюн, Илья Сапун, телекомпания «Новый век».